Депутаты парламента заслушали отчет Национального банка Республики Абхазия за 2019 год. Отчет представил председатель Банка Абхазии Беслан Баратылия. Он озвучил информацию о деятельности кредитных организаций, о налично-денежном обороте в банковской системе, о функционировании национальной платежной системы и о деятельности самого Банка Абхазии в 2019 году. Мы писали рекомендацию, обращались к коммерческим банкам с просьбой реструктуризировать кредиты, пролонгировать и так далее. Вы поймите, что влиять на коммерческие банки, на их политику мы не можем, только в рамках рекомендаций было сделано. Но в сберегательном банке мы сначала в марте приняли решение на 3 месяца, а потом, видя, что ситуация продлевается до 30 сентября, продлили рекомендации. И, видимо, если ситуация будет оставаться сложной, вот мы заседали тоже здесь на комитете, говорили о необходимости проработки мер, связанных с тем, чтобы облегчить кредитное бремя по обслуживанию кредитов. Депутаты утвердили отчет Нацбанка. За проголосовал 31 депутат. Кроме того, парламент внес изменения в закон о республиканском бюджете на 2020 год. При этом депутат Баталайба посчитал внесение изменений преждевременным, потому что бюджет за полугодие выполнен на 37%. Согласно внесенным изменениям, статью 1 закона изложили в следующей редакции. Основные параметры государственного бюджета республики на 2020 год утвердить в общем объеме по доходам в сумме 10 миллионов 86 тысяч 740 рублей и по расходам в сумме 11 миллионов 255 тысяч 518 рублей. Общий объем доходов государственного бюджета уменьшается на 214 миллионов 844 тысячи и достигает суммы 10 миллиардов 086 миллионов рублей. При этом объем собственных доходов остается на прежнем уровне 3 миллиарда 368 миллионов рублей. В структуре лишь уточняются показатели. Акцизы на ввозимые товары увеличиваются на 111 миллионов и составят 276 миллионов. Таможенные пошлины и сборы уменьшаются на сумму 111 миллионов. И доходы местных бюджетов остаются практически на прежнем уровне. Прежде всего, основным лейтмотивом изменений является реализация межведомственных соглашений по повышению размера оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы. Прежде всего, это касается сферы образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, общий объем которых доводится в сумме 453,1 миллиона рублей. Соответственно, изменяются основные характеристики межбюджетных трансфертов, которые доводятся в местные бюджеты. Основная часть повестки дня очередного заседания сессии Народного собрания была посвящена финансовой деятельности внебюджетных фондов. Депутаты парламента утвердили исполнение бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии за 2019 год. За отчетный период доходы фонда инвалидов составили 116 миллионов 908 тысяч рублей, по расходам 116 миллионов 331 тысяча рублей. Остаток средств на 1 января 2020 года 3 миллиона 354 тысячи рублей. Как сообщил председатель Пенсионного фонда Денис Гулария, из-за пандемии коронавируса существует дефицит бюджета фонда в размере 200 миллионов рублей, что, по его словам, приведет к серьезной задержке выплаты абхазских пенсий за июль. От индивидуальных предпринимателей, плательщиков поступило 18 миллионов 493 тысячи 800 рублей. Запланирован был 16 с лишним миллионов. От бюджетных организаций поступило 321 миллион, был запланирован, поступило 341 миллион 887 тысяч 500 рублей или 106,3% исполнения. Фонд обязательного медицинского страхования исполнил бюджет за 2019 год по доходам на сумму 37 миллионов 564 тысячи рублей, а по расходам 38 миллионов 109 тысяч рублей. В процессе обсуждения исполнения бюджетов внебюджетных фондов депутаты подняли вопрос о необходимости реструктуризации долгов фондом с учетом того, что многие предприятия-должники давно не существуют. Также на заседании сессии предполагалось создать парламентскую рабочую группу
для подведения итогов работы комиссии по изучению вопроса экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Республики Абхазия. Работу этой группы предполагалось завершить 30 сентября 2020 года, но при голосовании этот вопрос не набрал нужного количества голосов депутатов. Народные избранники проголосовали в первом чтении за законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Речь идет о внесении изменений в ряд статей Закона Республики об основах налоговой системы в части предоставления налоговых и иных льгот предпринимателям. Наала Ковелексегу, Хава Томас Чиковани, Абхазское телевидение.